Жизнь идет очень быстро, значит, и как бы вот надо все время улавливать ритм времени. И поэтому надо готовиться к тому, что в будущем, значит, люди должны не только повышать свою квалификацию, знаете, помните, как у нас были все время лозунги системы непрерывного образования. Образование должно быть не только непрерывно, то есть постоянно надо учиться, но оно еще должно быть перекрестным. Как бы. Человек должен быть готов в любой момент покинуть свою профессию и освоить новую. Значит, вот это тоже значит, суть креативной экономики. Сложно это, конечно, сложно. Но у нас есть примеры. Ну, я вот упоминал Егора Петровича Жиркова как одного из лидеров новых направлений, которые мы пытались внедрить. Но ведь его сама судьба показывает о том, что это возможно. Вот он педагог, доктор педагогических наук, автор концепции национальной школы, которая была самой первой в Российской Федерации, послужила во многом аналогом для других субъектов Федерации. Вот он депутат Госдумы, где он принимает участие в законодательной работе, и не только с точки зрения значит, своей основной профессии, там, значит, образования, воспитания, там, социальной сферы, короче говоря, но в таких ключевых законах, как закон о драгметаллах, камнях, значит, который во многом благодаря с его участием был принят, или в законах, связанных с определенным развитием отраслей народного хозяйства, которые давали те или иные льготы, лимиты или пределы этих льгот. Значит, очень такую большую работу провел. Вернулся, педагог, стал генеральным директором крупного предприятия по добыче сурьмы. И там они начали реализовывать очень многие свои идеи, которые на самом деле очень перспективны. Это и перманентология, значит, чтобы увеличить степень переработки, значит, сурьмяного концентрата. И это освоение новых месторождений и так далее, и так далее. Отлично себя проявил. Отлично себя как новатор проявил на новом деле. Значит, вот на производстве минераловатных изделий, на развитие в области конструкционных материалов и так далее. Вот видите как? Образец есть, значит, как может меняться судьба человека из одной деятельности в другую и так далее. В будущем это станет повседневностью. Вот поэтому я, конечно, и хотел настраивать молодых людей на то, что как бы будущее будет такое интересное, значит, и оно будет во многом зависеть не от монотонно-стандартной работы, которую заменят там роботы и все остальное прочее. Индустрия станет другой, общество останется индустриальным, но другим. И роль креативных вот этих всех направлений, она вырастет. Но надо иметь в виду, что надо расширить свой диапазон, расширить свой кругозор. Значит, от этого такого понимания, что креативная экономика — это песни, пляски, понимаешь, и значит, вот все такое для души, это правильно. Но надо к ней добавлять еще вот такую часть, которая связана, значит, с техникой, технологиями, значит, с новыми видами материалов, деятельности и так далее. Должен быть полет мысли.